Полицейские республики работают профессионально, налажена и четко выстроена линия между подразделениями и руководством. Такую высокую оценку деятельности ведомства Вячеслав Гайзер дал на коллегии МВД. По раскрываемости преступлений Коми входит в тройку лидеров по северо-западу. Татьяна Супряткина продолжит. Уже стало традицией, что полугодовая коллегия МВД собирается 16 июля, в день создания Коммилиции. Хотя самой милиции как таковой уже не существует вот уже как 2 года, а действует полиция. Для ветеранов ведомства, для сотрудников со стажем праздник все же остался. В праздничный день руководителям подразделений далеко не до веселья. Нагрузка постоянно растет, а кадров не хватает. На сегодня в ведомстве уже 300 вакантных мест. Впрочем, даже с таким недокомплектом силовикам пока удается держать ситуацию на контроле. Конечно, все это требует четких и слаженных действий всех звеньев системы охранного правопорядка, от участкового до министра внутренних дел. И вот в связи с этим мне особенно отрадно, и я хотел бы сегодня еще раз поблагодарить Министерство внутренних дел по республике за эффективную работу. Поскольку по ведомственным показателям, да и самое главное по оценке общественности в республике, сегодня наш регион по вашей работе продолжает занимать лидирующие места и на уровне страны, и на уровне Северо-Западного федерального округа. Это дорогого стоит. По данным силовиков, за полгода значительно увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере экономики и ЖКХ. Тут и взяточничество, и коррупция. В их выявлении немалая роль жителей региона. А вот планка по алкогольным преступлениям по-прежнему на высоте. И это одна из самых страшных проблем. Правоохранители предлагают вернуть медвотрезвителя. Вот только в какой форме, пока неизвестно. Пока еще конкретно учреждение, которое будет этим заниматься, оно не определено. Но поручения даны соответствующему министру Бродюгу Ярославу Степановичу. И я думаю, что там сроки установлены. И, собственно, мы узнаем в ближайшее время конкретно. Я думаю, что это будет Сыктывкар. Вот, и это будет то, что я предложил, наверное, Усильма и, может, Усть-Кулом, потому что в Усть-Куломе тоже у нас проблема пьянства, она очень серьезно стоит. И напоследок все же о приятном к празднику. Коми-полиции, лучшие сотрудники за отличную работу и профессионализм получили ценные подарки. В условиях продолжающейся реформы им еще предстоит немало сделать, а высокая оценка своей работы – это дополнительный стимул к достижению новых результатов. Татьяна Супряткина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.